В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. В этот день, 22 июня, мы с отцом приехали с охоты. Это было при Саянской тайге. Мы встретились с отцом, с двумя профессиональными охотниками. Они сказали, Беседина, наверное, скоро будет война. Видите как, народ предчувствовал что-то. Нам привили такую мысль, если враг на нас нападет, мы будем воевать на территории врага. Но оказалось, как видим, пришлось горькую чашу нам испить. Под вечер все вышли во двор, наши соседи нашего дома. Дети, мы играем. Кто-то на баяне там играет, кто-то в домино играет. А утром вдруг я просыпаюсь, опять солнышко вроде, а чувствую, что-то папа с мамой говорят. И возбужденные, и на улице какой-то шум. Я сначала думаю, война пройдет, мы его же победим. Как мы финнов победили, так мы и этих победим. Думаю, как же так? У меня же тоже планы были. Досада была. Почему это так не по-моему? А почему это война? И зачем она нужна, война? В 1941 году как раз я окончил 7-летнюю сотницкую школу. И я хотел поступить в педучилище в городе. Когда молодежь работала в колхозе на сенокосе, ни радио, ничего не было. Это сообщили, наверное, в районный центр Барагонца. Оттуда и мы узнали, что началась Великая Отечественная война. Слова Молотова в первый день войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», повели в бой миллионы и стали пророческими. Берегите мир, добытый такой страшной ценой.